В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Гагре при проведении самостоятельных коммунальных работ погибло 3 граждан, однако некоторые информагентства решили превратить несчастный случай в политику. В последнее время нашим гражданам поступают звонки с российских номеров с целью проведения опросов в связи с выборами президента Абхазии. В октябре прошлого года полностью сгорел дом семьи Амичба. Благодаря помощи неравнодушных семья Амичба переехала в новый дом. 3 человека погибли 21 января в Гагре при прокладке канализационной трубы. Несчастный случай произошел, когда рабочие находились в котловане глубиной в 3–3,5 метра. Как пояснил начальник Гагрской пожарно-спасательной части номер 1 Аслан Тани, чтобы вырыть водоотвод в районе вокзала на Сухумском шоссе, местным жителям была нанята техника. Он вместе с 2 знакомыми спустился в яму проверить выполненные работы, когда на них обрушилась земля. Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательного ведомства извлекли из-под завала людей, но спасти их не удалось. Факт смерти установили медики районной больницы. В 17:40 поступило сообщение о том, что по адресу Сухумское шоссе, 3-й тупик, людей засыпало землей. Незамедлительно на место происшествия выехали спасатели и 1 отделение пожарных. По приезду было обнаружено, и по словам очевидцев, в ходе ремонтных работ, которые велись по отводу канализационной трубы, трагические случайности 3 мужчин, которые стояли в яме, как бы засыпало землей. Их никто не вызывал, 2 по этой улице они проживают. Ну, там жители, наверное, скорее всего, как бы хотели это все сделать совместно. Там друга своего позвали, он решил помочь. И они вместе там трактор попросили, и сами же вот это все как бы делали. Никто даже не заикнулся, что это фирма какая-то работала, или кто-то там с водоканала, или 3-10. Между тем, в некоторых интернет-ресурсах появилось сообщение о том, что разрешение на проведение самостоятельных коммунальных работ было дано администрации Гагрского района в рамках предвыборной кампании. Данную информацию в администрации района назвали несоответствующей действительности. Жители Сухумского шоссе по поводу выполнения коммунальных работ в администрацию района не обращались, отметила заместитель главы администрации Гагрского района Хана Гунба. Это были не плановые работы, частный сектор самостоятельно решил провести канализацию. Начальник УГХ Аляса Ажиба также подтвердил, что никаких разрешений на проведение работ администрации не выдавала ни в письменной, ни в устной форме. Действительно, в городе Гагра 21 января произошла трагедия, в результате которой погибло 3 человека. Работы велись в частном порядке. Житель этой улицы вырыл траншею для того, чтобы в дальнейшем проложить канализационные трубы. Им была нанята техника, и по его просьбе ему помогали его близкие люди. На мое имя не поступало никаких обращений относительно проведения каких-либо видов ремонтных работ в этом районе. А также нами не передавались какие-либо трубы для прокладки канализации в частном доме. Также хочу отметить, что в районе вокзала нет никакого коллектора, как ранее сообщалось в одном из информагентств. Действительно, произошел несчастный случай. 3 мужчин погибли. Не хотелось бы этот случай привязывать к политическим процессам, как это отмечается опять в одном из информагентств. Еще раз хочу сказать, что никакого разрешения на проведение тех или иных видов работ в частном секторе администрация не выдавала. В Сухуме в доме учителя состоялась церемония прощания с заслуженным журналистом Абхазии, кавалером ордена Ахтзапша, нашим коллегой Дауром Минапшба. Проститься с ним пришли исполняющий обязанности президента Валерий Бганба, члены правительства, депутаты парламента, родные и друзья, представители общественности.
Неиссякаемый поток людей как свидетельство всеобщей любви, уважения и признания к заслуженному журналисту Абхазии, кавалеру ордена Ахтзапша третьей степени Дауру Инапшба. Среди тех, кто пришел проститься с Дауром Гантовичем, руководство республики, члены правительства, журналистское сообщество, депутаты, родные и близкие, а также неравнодушные граждане, кто с болью воспринял весть о безвременной кончине журналиста. Даур Инапшба на протяжении многих лет служил примером честности, профессионализма и преданности своему делу. Он пришел в журналистику, когда ему было 23 года. После 2 лет учебы в Абхазском госуниверситете на филологическом факультете Даур Инапшба решает уйти с учебы и начинает работать на абхазском радио корреспондентом. Через полгода он отправляется на учебу в МГУ на факультет журналистики. По окончанию учебы начинает работать в редакции газеты «Апсныкапщ», после чего переходит на абхазское телевидение, где неустанно трудился до конца своих дней. Я не помню, чтобы вот за 40 лет, чтобы Даур, чтобы ругался, Даур, чтобы вот чем-то был недоволен. Даже если чего-то не хватало, этот человек никогда не показывал. На него можно было положиться. Ну, вся его жизнь – это телевидение, это работа, работа на первом плане. Потому что он себя посвятил этой работе своей любимой. Вот был он особый человек. Он не знал, что такое нет. И самое теплое воспоминание, просто его не будет хватать. Даур все-таки вот он отличался от нас. Отличался. Это не отметить невозможно. Его вот человеческие качества, трудолюбие. Человек, который любит свою работу. В 8 часов утра он уже был на работе до вечера. Вот я не знаю, вот это Даур. В период Отечественной войны народа Абхазии Даур Инапшба работал военным корреспондентом. Ежедневно с передовой из зоны боевых действий на Восточном и Западном фронтах он готовил репортажи. За самоотверженную работу журналиста в годы войны Даур Инапшба награжден медалью за отвагу. Очень был отважный корреспондент. Много раз мы так приходилось побывать в очень непростых обстоятельствах. Везде он был храбрый, делал свою работу. Всегда он перед зрителем был честный, говорил как есть. Вот и все эти годы, естественно, это не только работа, это дружба, это где-то около 40 лет. Ответственный. Никогда я вот не слышал, чтобы там из-за Даура где-то он вот подвел, там, даже опоздал или что-то такое, дисциплинированный. Очень уважительный ко всем. Вот, многие сотрудники вот сейчас вот всегда все говорят, что от Даура вот такое косое какое-то слово никогда вот от него не исходило. Тематика телевизионных репортажей Даура Инапшбы в послевоенной Абхазии была очень разнообразна. Он успешно работал и в политической журналистике, неоднократно сопровождал официальные делегации Абхазии во время визитов в зарубежные страны для проведения встреч и переговоров на высшем уровне. Даур Гантович был журналистом по призванию, настоящим патриотом своей родины. Для меня Даур – это журналист с государственным мышлением. Вот это очень важно. Вот он оставался информационщиком в традиционном и положительном смысле. И это тоже очень важно. Оставался очень честным журналистом, и очень важно было, наверное, для него, мне так кажется, защищать своей позиции такие нравственные, моральные скрепы нашего общества. Вот это было очень важно, потому что очень многие перешли к информационной агрессии. Даур не принял эту информационную агрессию, и он остался на тех позициях, на которых был вот все время. Каждое утро Даур Гантович встречал своих коллег с улыбкой и присущим только ему юмором. Он абсолютно каждому находил подход. Даур Инапшба всегда был готов помочь, с каким бы вопросом к нему ни обращались. С ним было легко работать, его любили все. Сколько же тепла, доброты и жизнелюбия было в одном человеке. Даур был душой нашего коллектива. Всегда улыбчивый,
Если даже у него не было плохое настроение, он это не показывал. Он знал, о чем говорит, когда говорить нужно, кому как обращаться. Всегда находил нужные слова, в любой момент мог поддержать. Он был наставником, другом, товарищем, коллегой. Без него опустело наше ТВ. Трудно говорить о нем в прошедшем времени. Даже на съемочной площадке с ним было очень комфортно работать. Несмотря на то, что у нас такая разница в возрасте была, да, вот мы это не чувствовали, он не давал это почувствовать. Гантыч для меня лично был не просто коллегой, с которым я проработал долгое время. Для меня он был и братом, и другом, и отцом, даже могу сказать. Это был светлый человек. Я думаю, он таким был для каждого, кто его знал. У меня не будет брехаловки с ним, прогулок по набережной. Он был компанейским, он был профессионалом своего дела, с ним было легко и в работе, и, что, наверное, немаловажно, и вне работы тоже. Даур Гантович был очень скромным, порядочным человеком. Он ушел неожиданно и тихо, отчего еще больнее всем, кому посчастливилось дружить и работать с ним. Таких, как Даур Инапшба, к сожалению, мало. Не в профессиональном даже смысле, в человеческом. Этот человек был олицетворением чести и совести нашего народа. Он настолько высоко задал планку вот в этом смысле, что мало кто может до нее дотянуться. Он всегда был среди руководства, так можно сказать, да? Ему доверяли самые сложные материалы, самые ответственные материалы, потому что знали, что так, как он их сделает, никто не сделает. Всегда очень ответственно подходил к любому заданию, всегда очень корректно освещал любое событие, касающееся внутриполитической ситуации, внешнеполитической ситуации. И поэтому ему доверяли такие сложные материалы, потому что знали, что он сделает этот материал правильно, достоверно и объективно. И он никогда не пользовался этими благами, он всегда был выше всего этого, он имел доступ ко всем руководителям нашей страны, он всегда общался среди правительственных кругов, среди чиновников, но он настолько скромно и относился к вот этим всем связям, что он никогда этим не пользовался и очень высоко нес вот эту свою совесть внутреннюю. Чем, в общем-то, Даур отличался от очень многих наших коллег, он при всей своей популярности, а он был удивительно, просто что значит удивительно, очень высоко популярен в народе, если можно так выразиться, высоко популярен. Его буквально знали все, и все относились с безумным уважением. Но при этом не было в нем никакой-то, амбициозности, стремлению к какому-то карьеризму, стремлению, извините, как-то так воспользоваться своей популярностью, что-то улучшить свое материальное положение. Но он был очень удивительно простым, удивительно веселым человеком, с потрясающим юмором, можно было, как говорится, да. И как я уже сказал, равнодушный к этим так называемым земным благам. Но, тем не менее, он блестяще владел абхазским языком, абхазским в смысле журналистским, таким литературным языком. Я так знаю, насколько даже он хоть и скрывал это, как правило, но он неплохо писал стихи, кстати, хотелось бы, чтобы хотя бы сейчас как-то найти их, опубликовать, было бы очень неплохо. Просто его смерть для меня стала каким-то потрясением. Я до сих пор, как говорится, не могу прийти в себя, поверить. Даур Инапшба до конца был верен абхазскому телевидению. 35 лет беспрерывно работал корреспондентом, ведущим, редактором, главным редактором информационных программ телевидения. В одном интервью в честь юбилея Даура Гантовича он признается, что не представляет свою жизнь без любимой работы. Для меня журналистика – это, скорее всего, моя жизнь. Я думаю, это не для красивых слов это сказано, потому что я живу этим.
Я утром с удовольствием прихожу на работу, с удовольствием встречаюсь со своими коллегами, с вами общаюсь. Ну, а затем дирекция, что передо мной ставит задачи, что надо делать, куда ехать, какой репортаж подготовить, и я с удовольствием эту работу делаю. Даур Гандович Инапшба больше никогда не вернется на любимую работу, не сядет за рабочий стол и не подготовит репортаж к эфиру. Но его голос еще не раз прозвучит в эфире, потому что Гандович оставил за собой бесценный архив видеоматериалов, к которому, несомненно, будет обращаться не одно поколение телевизионщиков. Память о Дауре Инапшба будет жить вечно в сердцах его друзей, коллег и подготовленных им материалах. Алька Трапш, Лилиан Маршан, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба принял делегацию представителей малого бизнеса, занимающихся реализацией одежды и обуви на вещевых рынках, которые выразили беспокойство в связи с повышением ставок таможенных пошлин с 1 января этого года. Предприниматели отметили, что рост таможенных платежей по некоторым товарным позициям вырос в 2 раза. Мы торгуем дешевой одеждой и обувью и будем вынуждены поднять цены, потеряв тем самым неплатежеспособных клиентов. Либо мы будем вынуждены разориться и оставить свои семьи без средств к существованию, выразила общее мнение одна из участниц встречи. По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы, которая в сжатые сроки выработает предложение по корректировке ранее принятых ставок таможенных пошлин. Возглавляет группу исполняющий обязанности руководителя аппарата Кабинета министров Давид Сангулия. ЦИК Абхазии ожидает на предстоящих президентских выборах около 60-70 международных наблюдателей, сообщил председатель Центра избиркома Дмитрий Маршан. По линии Центра избиркома приглашены наблюдатели из Российской Федерации, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики. Международных наблюдателей также приглашают парламент и Общественная палата Абхазии. Проведение телефонных или иных опросов граждан Абхазии, предметом которых является выяснение политических предпочтений, позиций или мнений избирателей, связанных с предстоящими президентскими выборами, никем не было согласовано в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Согласно закону о статистической деятельности в Республике Абхазия, проведение статистических наблюдений, в том числе в форме опросов, правомерно при соблюдении требований указанного законодательного акта Республики Абхазия, говорится в комментарии Кабмина в связи с сообщениями о телефонном опросе граждан Абхазии по предстоящим президентским выборам. Статистические наблюдения, проводимые некоммерческими организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Абхазии, а также филиалами и представительствами иностранных и международных организаций, являются негосударственными статистическими наблюдениями. Порядок их проведения утверждается Кабинетом министров республики. Результаты таких наблюдений подлежат представлению в Госкомитет по статистике в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их завершения, отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба направил поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева по случаю 32-й годовщины со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой. Подписанный в разгар Отечественной войны народа Абхазии, первый международный договор стал прочной основой для развития двусторонних отношений между нашими странами и выстраивания доверительных дружеских отношений. Подписание договора позволило заключить десятки межведомственных соглашений, охватывающих различные сферы, благодаря которым отношения между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой достигли высочайшего уровня, основанного на крепких узах дружбы, принципов открытости и доверия с учетом интересов друг друга, отмечается в ноте. 34 аппарата для добычи криптовалют обнаружили в селе Псахара Гагарского района. 20 аппаратов по добыче криптовалют принадлежали Рауфу Псарди, 14 аппаратов Анатолию Краснобрыжему. Оперативную информацию о незаконной деятельности по добыче криптовалют реализовали сотрудники УВД по Гагарскому району, и в результате проведенных мероприятий совместно с сотрудниками Таможенного комитета Абхазии выявили 2 майнинг-объекта в селе Псахара. 20 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Псарди Рауфу Георгиевичу, изъяты из частного домовладения по улице 1 переулок Космонавтов. На той же улице в подсобном помещении дома номер 26 правоохранители изъяли еще 14 аппаратов.
принадлежащих Краснобрыжему Анатолию Владимировичу. МВД Абхазии незамедлительно реагирует на все сообщения граждан о фактах незаконного подключения к электросети с целью майнинга криптовалют. Информацию можно направить на линию доверия по указанным телефонам. Объем внешней торговли Республики Абхазия в 2024 году составил 57 миллиардов 109 миллионов рублей, сообщает Государственный таможенный комитет. Это на 16,5% больше в сравнении с показателями 2023 года. Импорт составил 48 миллиардов 110 миллионов рублей, экспорт – 8 миллиардов 999 миллионов рублей. В октябре прошлого года полностью сгорел дом семьи Амичба, проживающей в селе Мархеул Гулрыбского района. На помощь сразу же пришли соседи, родственники, откликнулось государство и благотворительные фонды. После случившегося мы рассказывали о том, какая помощь была оказана семье, и вот теперь с радостью сообщаем, что семья Амичба переехала в новый дом. Все подробности в репортаже Гугу Цавардания. В октябре прошлого года огонь забрал крышу над головой у многодетной семьи Амичба. Супруги Геннадия и Эсма вместе с 5 детьми почти 2 месяца ютились в этой небольшой комнатушке. Но сегодня они делятся с нами своей радостью. Перед Новым годом семейство начало обустраиваться в новом доме, который всеобщими силами был восстановлен буквально из пепла. На помощь сразу же пришли соседи, родственники, администрация села. Благотворительный фонд «Бракят» открыл сбор в поддержку пострадавшей семьи. На второй день тут соседи все услышали. У нас вот глава администрации Даур Гебия сразу, как услышал, приехал, увидел все вот это происшедшее. Поехал в администрацию к Саиду Харазия, районный глава. Они все приехали, посмотрели. Очень быстро, если честно, помощь оказали нам. Они людей привезли, накрыли крышу, электрооборудование привезли. После них приехали с фонда «Баракят», вот этот благотворительный фонд. Они тоже все засняли, посмотрели, начали сразу сбор. Ну, очень большая поддержка, очень большую поддержку дали. Вот этот фонд «Баракят», вот здесь, что вы видите, вот сейчас что сделано, все с нуля. Они вот это все нам обеспечили, окна привезли нам бесплатно, поставили. Я сейчас, правда, не помню фирма, вот эта турецкая фирма. Да, они сбор открыли, и, в общем, они тоже вот услышали, увидели происшедшее, привезли окна, нам сами поставили. Ребята приехали по электричеству, тоже нам бесплатно все сделали они. Неравнодушными к беде не остались и образовательные учреждения, 10-я, 3-я и 6-я столичные школы, а также Адзюбжинская. Дирекция вместе с учащимися организовали сбор средств в поддержку семьи Амичба в День добра, а также помогли одеждой и прислали школьные принадлежности. Кроме того, в доме появилась новая мебель. Родственники тоже откликнулись, амичбовцы тоже, мои однофамильцы, сделали сбор. Тоже очень помогли нам, как бы через день все приезжали. И обратились мы с Бесиком к Золотинсковичу Амкваб. Он нас принял, выслушал, увидел, как бы что произошло. Тоже сейчас это все передавалось и по телевизору, везде. Ну, он нам сказал, что за этот год очень много домов сгорело. Немножко тяжело, правда, людям помочь, но как можем, чем можем, говорит, поможем. Выделил нам 350 тысяч. Мы эти деньги получили, и на эти деньги мы все необходимое, что нужно было вот для дома, спальни купили, там столы, стулья, кухню. По словам хозяев дома, несмотря на то, что теперь у них новые электрические провода, страх огня все же присутствует. Поэтому они бдительны и стараются соблюдать все нормы пожарной безопасности. Проводка в порядке, вообще идеально положили проводку и очень хорошо сделали. С проводкой вообще никакой проблемы нету.
Я что хочу сказать, вот, чтобы все всегда были бдительны с этой электропроводкой. Может такое произойти ужасное, что вот вы сами знаете тоже, вот, что произошло. 5 детей. Это такая трагедия. Не было у нас в Абхазии, кроме того, что вот во время войны вот произошло столько детей, что погибло. Это очень больно на самом деле. И поэтому я думаю, что очень так безалаберно, чтобы не относились люди к этому всему, вот с электропроводкой, старые построения, после войны люди есть, которые вообще электропроводку не меняли вот так, как мы не меняли. Надо все к этому всему подходить так, чтобы все было хорошо, чтобы проводки нормальные были. В новом доме семьи Амичба осталось совсем немного работы – поклеить обои и положить ламинат в кухне, а затем жить долгую, счастливую жизнь. Гугут Саварданя, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 23 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 8,13. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.